Добрый день, дорогие друзья! Позвольте открыть наши замечательные первые талантцевские чтения. О Зиновии Михайловиче Таланцеве и о братьях Таланцевых мы говорили давно, на протяжении уже нескольких лет. В этом году исполняется 155 лет Зиновию Михайловичу, и вот, по крайней мере, уже 10 лет, то есть 2 юбилея, 145, 150, и вот, наконец, 155 лет, мы собираемся, обсуждаем этот вопрос, говорим о том вкладе, который внесли братья Таланцевы в развитие нашего региона и в развитие Поволжья в целом, да даже, можно сказать, и России. Вот, поэтому вот решили новый формат открыть. Это талантцевские чтения, где наши специалисты и ученые, общественные деятели, и государственные даже деятели, в общем, скажут свое слово о Зиновии Михайловиче, отношение к нашему наследию. Хочется, во-первых, так начать, предложить сказать приветственное пока слово президенту Торгово-промышленной палаты нашей республики Игорю Владимировичу Кустарину. Так что вот я полагаю, что вот эти талантцевские чтения и сами, не знаю, представители, так сказать, вот купечества, в первую очередь братья Таланцевы, дают такой толчок для бизнес-сообщества, так сказать, внимательно относиться к традиции, истории, значит, культуре, деловой культуре и так далее, и так далее. Спасибо вам еще раз большое. Спасибо, Игорь Владимирович. Я думаю, что надо дать слово хозяевам. Татьяна Александровна, заведующая отделом, Николаева Татьяна Александровна, заведующая отделом редкой книги. Так, ну, можно сказать, несколько в укороченном виде можно ее представить. Хозяйка библиотеки, в данном случае хозяйка нашего мероприятия. Вот, вам слово. Представитель Национальной библиотеки, к сожалению, администрация у нас сегодня накладка несколько мероприятий одновременно, не смогли подойти. С удовольствием приветствуем всех участников первых талантцевских чтений в стенах нашего очень гостеприимного учреждения. И Национальная библиотека, как хочу сказать, просто до слова, я потом в своем выступлении подробнее об этом скажу, а вот приятно скажу, почему. Значит, в Национальной библиотеке вообще все происходит так. Благодаря изучению этой коллекции очень много было мероприятий, много было научных исследований, публикаций. И таким знаковым, хорошим знаком стало открытие памятника в библиотеке благотворительным меценатом 19 столетия, начала 20-го столетия, благодарных потомков и бюста Зиновия Михайловича Таланцева, который находится у здания библиотеки с улицы Энгельса. Поэтому связи у нас очень неразрывные, и как Таланцевы работали на благо просвещения народа нашего края, так и Национальная библиотека тоже продолжает эти традиции, да. Основная культурная миссия просвещать, продвигать культуру, в том числе и культуру меценатства, благотворительности, яркими представителями, которым является Таланцев. Спасибо, Татьяна Александровна. Ну вот у нас еще есть представители, можно сказать, уездного города Ядрина, теперь уже Ядринского округа, да, представители депутатского корпуса Ядринского округа, Тумаков Илья, ну вот молодой он человек, поэтому мы его пока без отчества. Ну и достаточно. Спасибо, Ольга Юрьевна. Татьяна Александровна сказала, на улице Энгельса бюст Таланцеву. В Ядрине он на улице Карла Маркса, как ни странно. Там, где находится Ядринская библиотека, тоже в этой одной большой системе региональной, библиотечной, наша Ядринская библиотека.
Но чтобы долго не затягивать, основную мысль выделю, так как работаю с предпринимателем, как и Игорь Владимирович, который уже замечательно сказал. Зиновий Михайлович, помимо того, что промышленник, он еще и меценат очень большой. В том числе в сфере образования. Вот взять прогимназию, которая была начальная, а потом стала полная женская. На свои денежки он в Ядрине эту гимназию создал, открыл. А образование, просвещение в то время – это было что-то действительно прорывное, и особо больших таких, как предприниматели говорят, плюшек, выгод с образования не получишь. Это больше траты, чем результат. Но результат этот чем всегда, доход. Чем доход, да. Результат как раз там был, Ольга Юрьевна меня правильно поправляет, да. Потому что результат очень отложенный, как и сегодня. Мы, может быть, не видим во второклашках, пятиклашках, семиклашках каких-то вот уже состоявшихся людей, но именно в это время, именно в школе, а тогда в гимназиях или в гимназии Ядринской, женской, тогда формировались как раз те, кто создали будущее страны. В этом смысле его меценатство, оно достаточно такое жертвенное, вот, без какой-либо корысти. И сегодня понятие «социальные предприниматели», которое вводится в наш обиход, и есть в регионе реестр социальных предпринимателей, которые как раз оказывают услуги, только теперь там есть конкретные критерии, они оказывают услуги или принимают на работу социально незащищенные группы населения. В основном такой критерий. Вот. Но и даже если как бы, предприниматель не является социальным предприятием, он может оказывать поддержку самым разным мероприятиям. У нас есть предприниматели, которые пожертвовали уже хорошие суммы в эндаумент-фонды при образовательных организациях и при фондах развития различных культурных заведений. Вот в этом смысле хотел бы отметить, завершая, что Зиновий Михайлович, он как бы яркий пример, который родился 155 лет назад, вот этого вот внутреннего состояния русской души, не побоюсь этого слова, который потихоньку закладывал фундамент для сегодняшнего стремления, для сегодняшнего желания быть социальным предпринимателем или предпринимателем, который жертвует, который не только, как говорят, денежки зарабатывает, но еще и что-то вкладывает в науку, культуру, образование. В этом смысле есть что поизучать, есть что почитать, так как чтение, и есть что изучить. Спасибо. Спасибо большое представителям, так сказать, депутатского корпуса. Я думаю, что у нас будет такой момент, когда присутствующие, наверное, зададут вопросы, которые у них есть к представителю рода, такого замечательного рода Таланцевых, который, слава Богу, сегодня с нами. Ну, а мы давайте продолжим. И первым выступает у нас мой коллега, кандидат экономических наук Сергей Борисович Казаков. Вот. Да, вот, уважаемые участники, гости мероприятия. Ну, мое небольшое выступление посвящено экономической части жизнедеятельности семьи Таланцевых. Вот изучает вопрос, поражаясь, насколько они были вот продвинутые даже по сравнению с нашим временем. Ну, вклад семьи Таланцевых в историю развития города Ядрина и вообще нашей республики в наших границах достаточно бесценен. Чуть больше полувека они прожили в Ядрине, их деятельность проходила там, и они положили начало меценатству в нашем регионе. Что, конечно, вот очень здорово, что торгово-промышленная палата это сейчас продвигает, и эта идея не умирает. Хотел бы остановиться кратенько на предыстории. У меня экономическая часть, вот, и предыстория, откуда вот взялось вот это вот, взялся экономический базис. Ну, в 1862 году Михаил Михайлович Таланцев купил у помещика Янаульева 5 десятин земли на правом берегу реки Суры. Ну, 5 десятин – это много или мало? 1 десятина – это больше гектара.
Вот. И одновременно прикупил завод для выжигания серы местного колчедана у профессора химии Харьковского университета Эйнборта. Купив землю и готовый завод, Михаил Михайлович переоборудовал его винокуренной. И к концу 1963 года Зиновий и Михаил Таланцевы завершили строительство винокуренного завода и пустили его в эксплуатацию. Заводу был присвоен номер 18 и дано название Янибяківський по месту расположения завода. Ну, те, кто знаком с географией, значит, Ядрин находится на левом берегу, а этот завод был построен на правом берегу. В 1872 году Михаил Михайлович приобрел у купца Щербакова, находившиеся в устье реки Вылы, это чуть ниже Ядрина, 20 десятин земли уже с мельницей, пристанью, амбарами для торговли хлебом и мукой. И вот в литературе описывают, что вот их такие действия как-то привели к тому, что они заняли почти монопольное положение по хлеботорговле, чем были недовольны местные вот, купцы, которые торговали хлебом. То есть они резко пошли в гору. Ну вот в 1875 году Михаил Михайлович скончался, и все дела взяла в свои руки его жена Софья Ивановна. Она расширила мощности завода, купила дома в Ядрине, основала торговую сеть в Ядерском, Чебоксарском, Курмысском, Васильсурском и Козьмодемьянском уездах. Ну, если следовать нынешней географии, то это уже, видите, и Нижегородская область, и Марийская республика, и Чувашская. То есть география расширяется. И к 1886 году она держала завод, мельницы, пристани, земли, 45 торговых заведений, ренские винные погреба, гостиницы и трактиры. После смерти матери в 1887 году братья Николай, Михаил и Зиновий получили наследство всей земли, 25 десятин земли, пристань, дома завода, гостиницы, 45 собственных питейных заведений, 3 мельницы, оптовые склады и все остальное имущество. Ну вот надо отдать должное, вот изучая вопрос, я говорю, я просто восхищался, да, вот, ведь мы понимаем, когда вот дети получают от родителей вот это наследство, да, ну насколько хватит, вот, ученые посчитали примерно, $1 миллион можно за год потратить при желании, так, если вот получил наследство. А тут вот они приложили все усилия, чтобы, да, или проиграть, чтобы не растратить его, а приумножить. И они приложили все эти вот свои силы на то, чтобы получить образование. Они развивали обширные связи в России, расширили земельные угодья, превратили Янибяківський винокуренный завод в один из крупнейших по объему производства в России, а Березовский хутор в образцовое имение. В 80-х годах XIX века заводчики Таланцевы стали реализовать свою продукцию в виде наливок, напитков через собственную торговую сеть. То есть, понимаете, вот сейчас мы говорим сети, да, Магнит, возьмите, да, то есть это не новое, уже у них была своя сеть была, да, свое имя. Да, свое имя уже было. И узнавая вот это имя, люди понимали, к чему они шли, к чему стремились. Значит, трактиры, лавки, ренские погреба, которые имелись в Ядрине, селениях Ядринского уезда, городах и селениях Нижегородской, Симбирской губернии. Кроме того, они еще имели лавки по продаже колониальных товаров, бакалейных, галантерейных и других товаров, оптовые склады спирта. В их руках сосредоточилась вся технологическая цепочка винокурения от производства до реализации. Вот на следующем слайде вот фотографию я нашел, вот вид таланцевских заводов. В 1890 году братья организовали свою фирму «Торговый дом братьев Таланцевых». Распорядителем был назначен Николай. Все дела велись через торговый дом. Да, старший брат. В Ядрине и других городах были лавки по продаже колониальных, бакалейных и других товаров, оптовые склады спирта. В руках владельцев завода сосредоточилась вся технологическая цепочка винокурения от производства до реализации. И в 1894 году Министерство финансов Российской Федерации разрешило торговому дому выделку водки на винзаводе крепостью 40%, ну или 40 градусов.
Таким образом, Таланцевы в эти годы стали не только промышленными предпринимателями, но и торговыми. То есть так называемая диверсификация, да, то есть вот торговый дом. Также была скуплена торговым домом вся земля Енибековского усадьбища у помещика Инаульева, 108 десятин, и земли в Ильиной горе, Березовке и Новоекатериновке. И всего 523 в настоящее время гектара, чуть больше, это выше Ядрина получается. Построено 2 мукомольные мельницы. Братья капитально строили Выльско-заводскую пристань, занимались земледелием, операциями с ценными бумагами. Построили несколько механизированных водяных мельниц, оптовые склады в Нижнем Новгороде, Лыскове, Васильсурске и Козьмодемьянске. Но мы знаем, что Васильсурск он стоит на слиянии реки Суры и Волги, да, то есть такой перекресток водных путей. В общем, тогда железных дорог особо не было, и многие товары доставлялись и сырье по водным путям. Ну, вообще, это знаменитый торговый путь, как в древности говорили, из Варяг в Персы, по Волге, в Каспийское море, да. Затем на восток. Это выход был как раз в Каспийское море. Была как раз-таки Чебоксарка в свое время, в ранний период, была вот таким связующим звеном на этом торговом пути. Ну, правда, вот на слайдах я карты вот того времени представил, Нижегородской губернии, Казанской губернии. Там отметил вот желтым, где основные места бизнеса, скажем так. Да, бизнес Таланцевых. Ну, вот, Сергей Борисович, поскольку у нас тут не непосредственно доклада, как на конференции, я думаю, что можно сделать маленький, так сказать, нюанс. Вот почему купцам, во-первых, в истории ведь не дворянство не могло покупать земли, приобретать земли. А так сложилось, что, в общем, действительно обрастали не только землями, но и родственными связями. Например, Зиновий Михайлович был женат на дочери помещика, курмышского помещика. Вот, благодаря этому, значит, получил в приданое за женой и земли, и средства, и это тоже способствовало дальнейшему развитию империи Таланцевых. То есть вот здесь, а потом со временем, когда уже гильдийские купцы становились почетными гражданами, то они фактически были приравнены к представителям дворянства, и поэтому они уже имели официальное право покупать земли. И поэтому, видите, мы начинали с 5 десятин, да, как Сергей Борисович сказал, а уже потом десятин становится 500. Понимаете, вот за это время, за время фактически правления, ну, меньше чем 2 поколений семьи, вот так вот увеличилось, допустим, да, и превращается в империю братьев Таланцевых. Да, целая империя. Пожалуйста. В 1899 году Таланцевы построили и ввели в действие на территории винзавода маслобойный завод, где из масличных семян вырабатывались растительное масло. Винокуренные маслобойные заводы представляли собой единый производственный комплекс. Имели общее хозяйство, складские помещения, жилищно-коммунальную застройку, паровую водокачку. Сырье на ЯМОЗ доставлялось из Порецкого, Ядринского и Воротынского, Сергачского районов Нижегородской губернии и других районов Казанской губернии. В год перерабатывалось до 600 тысяч пудов льняных и конопляных семян. Но много это или мало? Это почти 10 тысяч тонн. Вот. Енибековский. Во-первых, вот эта олифа, которая начинает производить, допустим, торговый дом братьев Таланцевых, она славилась чем? Зиновий Михайлович ведь закончил естественный факультет Казанского университета. Он был прекрасным технологом. И поэтому первое, что он сделал, он начал создавать лаборатории по проверке качества. И не случайно олифа братьев Таланцевых, она, в общем, котировалась не только в нашем регионе, не только даже в Поволжье. Ее закупали и в Германии, и в Англии. То есть... Да. А это не случайно именно вот этот технологический прорыв способствовал развитию торгового дома,
помимо всех прочих, так сказать, условий для развития, вот этот момент тоже, наверное, надо отметить. Вот таким образом, вот это Ембяковский маслобойный завод и олифоварочный завод стали крупнейшими в Российской империи по поставкам. И они отказались даже от реализации вот растительного масла в мелких лавках, потому что это было уже невыгодно. Перешли на оптовые поставки, были открыты оптовые склады и в Нижнем Новгороде, и в Васильсурске, и в том же Козьмодемьянске, который также на Волге находится, и в Лыскове. Через них отправляли олифу в разные концы. Вот уже было сказано, что и за границу, и в столичные города, в столицу тогда Санкт-Петербург был. К концу 90-х годов торговый дом стал одним из крупных промышленных предприятий в регионе. И, например, в 1899 году спирта было реализовано без акциза на 150 тысяч рублей. На заводе работало до 240 рабочих, ну, в зависимости там, от сезона. Численность административного персонала составляла 23 человека. На заводе по изготовлению водки и наливок в 1899 году было произведено более 1000 ведер водки и наливок. Из них продано 996,5 ведер. И оборот составил 5505 рублей. И прибыль 359 рублей. Ну, это вот, на этом заводе работало 3 рабочих и 2 служащих. На середину ноября 1902 года в торговый дом входили винокуренные и маслобойные заводы, завод по производству водки и наливок. Кроме производственных зданий, торговый дом включал в себя солодовню, хлебный амбар для виноделия, бардерный ларь, паровую водокачку, баню для рабочих служащих, 2 жилых дома недалеко от завода, здание заводского театра, 2 казармы для рабочих, ледник для служащих, избу для бардовозов. Ну, барды – это, в общем-то, отходы от производства спирта, да. Кстати, она, насколько я знаю, является достаточно хорошим удобрением. Как отход это? Может, сейчас информация другая. Вот. Также у них был сарай для крупного рогатого скота, конюшни, каретник, кузница и так далее, и так далее. Для расширения дела они приобрели колесный пароход. Хотел сказать теплоход, а не было теплоходов, пароходы были колесные. Вот. Занимались судоходством. В 1903 году торговый дом приобрел буксирно-пассажирский пароход «Чайка» и 3 пристани на Суре. Братья стали развивать пароходство на Суре. Он ходил по линии Курмыш-Васильсурск. То есть практически вот вся эта линия, да, вот от Ядерной и вся Сура, она была охвачена этим пароходом. Может быть, тогда и это позволяло, сейчас там, конечно, все обмелело, а выше Курмаша-то, я не знаю, там ходили пароходы, нет? Потому что вот, неизвестно. Трудно сейчас сказать, да. Но вообще-то все реки были когда-то у нас полноводные, да. Да. И вот. Сура, и Чебоксарка. Да. И вот это вот приобретение парохода позволило нам расширить торговлю в Нижнем Новгороде, Васильсурске, Лыскове, Козьмодемьянске. Расширилась хлебная торговля и бондарное производство. Там вот фотографии есть парохода, вот тоже. Где-то. Вот он, да. Пароход «Чайка» на реке Суре. Вот так он выглядел. Производство торгового дома было высокорентабельным. За один только операционный год, 1912-13 годы, видно, что за это время получены доходы от пароходства почти 10 тысяч рублей, от Березовского хутора более 5 тысяч рублей, от продажи семян трав более 2 тысяч рублей, Выльской мельницы 4,5 тысяч рублей. Молодежь, наверное, не понимает, что такое 2000 рублей, 5000 рублей. Ну да. Это как сейчас миллионы. Это да, это как миллионы. Да. Вот. Те рубли. Если не больше. Это сейчас сходить, вот сходит куда-то в кафе, да, 1000 там выложит, это ничего, да. А это посчитайте сейчас с миллионом пойти в кафе. Можно купить кафе, да. Вот. В целом доход составил 149 тысяч рублей. Вот.
опускать. Да, олифа, изготовленная на заводах, вот то, что было сказано, пользовалась достаточно высоким спросом в Санкт-Петербурге, экспортировалась за рубеж. И вообще торговый дом братьев Таланцевых стал самым крупным торговым центром в Поволжье. И годовой оборот на конец XIX века составлял, если на конец XIX века составлял 99 тысяч рублей, то в 1906 году более 240 тысяч рублей. А к 2013 году, наверное, уже и миллион. Да, 1 миллион, вот примерно тут пишут, что 1 050 000 рублей. Ну вот, представьте, если, как говорится, с учетом до Первой мировой войны, какие эти были доходы. В 2013 году, ну, молодежь, наверное, знает, что в 2014 году разразилась Первая мировая война, и часто в свое время сравнивали почему-то показатели Советского Союза с дореволюционной Россией с 2013 годом. Ну, потому что тогда было развитие, в 2014 году там уже военное положение было, и развитие экономики не было таким активным. И, соответственно, вот в 2013 году Таланцевы произвели последний капитальный ремонт винокуренного завода. И в годы Первой мировой войны настал продовольственный кризис, хлеба стало не хватать для армии населения, и в октябре 2016 года вышло уведомление правительства, Главного управления сборов, о том, что в течение винокуренного периода 16-17 года запрещается производить спирт на всех винокуренных и дрожжево-винокуренных заводах. И, соответственно, производство было сокращено. И с 1 июля 2017 года уже на Ембяковском заводе не производилось это производство спирта, да, а в 2019 году он сгорел. Ну и с революции 2017 года все имущество вот это было передано в руки, скажем, советского правительства. Вот такая вот экономика. Власти Советов. Да. Спасибо за внимание. Да. Спасибо, Сергей Борисович. Да? Поаплодируем немножко. Да. Вот. Спасибо. Действительно, братьям Таланцевым удалось создать целую империю, которая, в общем, внесла колоссальный вклад в развитие нашего края. И, как говорится, Поволжья в целом. Ну, вы знаете, конечно, действительно, по делам их, как в Библии пишется, по делам их узнаете их. Поэтому вот то, что Таланцевы делали как для развития производства, так и для развития культуры, выполняли то, что вот мы с Игорем Владимировичем называем, понимали, что такое социальная ответственность бизнеса, да, выполняли большую социальную работу, внесли вклад в развитие социальной жизни региона. Вот именно это и осталось. А в конце концов, вот количество капиталов, как говорится, все это как дым развеялось, но осталась память как раз-таки за те благие дела, которые были сделаны. И не случайно вот именно эта память хранится, и хранится она в наших и библиотеках, и музеях. Проводятся различные мероприятия, посвященные развитию края, создаются выставки вот о таких людях, как братья Таланцевы, как Зиновий Михайлович, в частности, юбилей которого мы отмечаем. И у нас сегодня здесь на чтениях Андрей Николаевич Зарубин, человек, который в Национальном музее создал не одну выставку, посвященную, в общем, деятельности купечества уездного. Пожалуйста, Андрей Николаевич, вам слово. Так, здравствуйте, уважаемые друзья. Можно клик? Так, ну, я сразу скажу, сразу оговорюсь, я буду говорить не о всех выставках, созданных в музее, посвященных купечеству, а лишь о двух, то есть только о тех выставках, в создании которых я участвовал. И первой такой выставкой, которая была открыта 30 августа 2016 года, это была выставка, посвященная купцам Ефремовым.
Здесь вы видите афишу этой выставки. Она открылась в музейно-выставочном центре, в том самом здании бывшего дома Прокопия Ефремова, а впоследствии Сергея Прокопьевича Ефремова. И, как вы видите, называлась «Не дремли, не плашай, не обижай», Прокопий Ефремов и сыновья. Именно вот такое, можно сказать, изречение, да, девиз купеческой династии был взят для названия выставки. Хотя у выставки такое двойное название «Прокопий Ефремов и сыновья», и вы здесь видите на афише в центре Прокопия Ефремова, в верхнем правом углу Сергея Прокопьевича, чуть ниже Николая Прокопьевича. На самом деле мы рассказывали и о брате Прокопия, Михаиле, и его детях и сыновьях. То есть о купце второй гильдии Михаиле Ефремовиче Ефремове. Вот. И сама выставка открылась, как я уже говорил, в музейно-выставочном центре и занимала 3 зала этого дома. И когда мы готовили эту выставку, то, конечно, ставили перед собой цель рассказать не только о торгово-промышленной, но и об общественной и благотворительной деятельности купцов Ефремовых. И притом при подготовке выставки была проделана достаточно большая работа, когда вот здесь вы видите в центре фотографии изображена Ирина Николаевна Максимова, которая, к сожалению, умерла уже. Это внучка Сергея Прокопьевича Ефремова. Она, ну вот как раз благодаря ней очень много вот удалось сделать для выставки. Дело в том, что семья Максимовых смогла сохранить старинный фотоальбом Ефремовых. И вот была организована поездка в Казань, а они проживают в Казани, как известно. Сергей Прокопьевич после того, как их дом конфисковали, национализировали, передали советской власти, они уехали в Казань. Вот была совершена командировка в Казань, и мы отсканировали этот фотоальбом, и фотографии с этого альбома, они послужили основой для создания нашей выставки. Конечно же, изучались книги Виталия Владимировича Орлова о купцах Ефремовых, и собирался, конечно, архивный материал в Государственном историческом архиве Чувашской Республики. И благодарность, конечно, архиву за то, что они разрешили, то есть отсканировать эти вот документы, и мы их демонстрировали на выставке. Вот как раз вы видите одну из страниц фотоальбома. Вот наверху в центре изображен Сергей Прокопьевич в молодости. Ну и дальше вот уже дети. И, как известно, вообще сам этот фотоальбом, он не только, собственно, купцов Ефремовых, то есть дореволюционные фотографии имеет, но и фотографии советские, тоже они были сюда вклеены. Вот. Как я уже говорил, мы показывали также фотографии Михаила Ефремовича Ефремова. Здесь вот хотелось бы тоже выразить благодарность Владимиру Викторовичу Кнышу, который тоже сохранил старинный фотоальбом Михаила Ефремова и его сыновей и внуков. Вот здесь вы видите обложку этого фотоальбома. Но он проживает в Чебоксарах, как известно, да, то есть вот ветка Михаила Ефремовича Ефремова, она чебоксарская. Конечно, на выставке были представлены также подлинные картины, висевшие в домах Ефремовых. Это вот картины Рубцова, картины Ланглуа. Здесь перед вами картина Ланглуа, начала 19 века. Как известно, они еще в 1921 году были переданы в фонды Центрального Чувашского музея. Раньше так назывался Чувашский национальный музей, наш музей. И вот можно было увидеть подлинные эти картины. Когда мы заходим в зал выставки, то могли вот увидеть, что такое? Могли увидеть генеалогическое древо Ефремовых. Основу для этого древа послужила
родословное древо, составленное Алексеем Студенецким и Виталием Орловым, да, я уже говорил. Но она была дополнена новыми сведениями по части Максимовых, по части вот родственников Кнышей. Вот здесь вы видите. Ну да, наши два известных краеведа, особенно Студенецкий, который не одну книгу свою посвятил чебоксарам и чебоксарцам, именно подлинно чебоксары и чебоксарцы, потому что у нас книг много, но не все они одинаково, достоинства одинакового. Так вот, у Студенецкого именно чебоксарам и чебоксарцам посвящена книга. Поэтому вот и родословная, хотя благодаря Михаилу Александровичу мы сейчас, я думаю, что доведем до ума и создадим родословную, которая идет по линии Зиновия Михайловича Таланцева тоже. Потому что это надо, вот я даже вашу почеркушку Татьяне Александровне отправила, но даже собственной рукой что-то набросано без каких-то там, может быть, графических изображений, уже тоже ценно, ну а там все это оформится. Да, но Алексей Студенецкий, он еще и автор художественного произведения литературного, это вот «Клад». По-моему, это роман или повесть, я уже не могу точно назвать жанр, но она как раз посвящена Ефремовым. Притом там рассказывается не только про Прокопия, но и про Ефрема Ефимова, который, как известно, был крестьянином, да. То есть он, ну, можно сказать, да, породил эту вот предпринимательскую деятельность. Он проживал в деревне Шемерпосе Чебоксарского уезда, и вот в середине 50-х годов переехал в Чебоксары, где, собственно, в дальнейшем уже его сын занялся лесопромышленной деятельностью, помимо торговой. Вот. Ну, конечно, вот на выставке демонстрировались и подлинная мебель, и вещи, и фотографии, документы, связанные с Ефремовым. Здесь вы видите такая вот, можно сказать, инсталляция, диорама, изображающая Сергея Прокопьевича вместе с его женой и дочкой Лидией, сидящей у окна с видом на вот Благовещенскую церковь, то есть на те места, вот, где вот раньше они проживали. Я думаю, одну минуточку, Андрей Николаевич. Благовещенская церковь, Благовещенский монастырь – это как раз-таки епархия, которой занимается у нас архимандрит Василий. И вот информация об утраченных монастырях, которых в городе было гораздо больше, чем ныне существующие, и информацию о храмах, вот все это аккумулируется у нас в нашем Свято-Троицком монастыре, издаются и публикуются материалы в альманахе монастыря Троица, который называется. Так что вот здесь, видите, такая перекличка. И фото Ефремовых на фоне уже исчезнувших наших, как говорится, храмов чебоксарских. Да, и, конечно, я уже говорил, что мы показывали подлинные вещи Ефремов. Вот здесь вы видите настольные часы, принадлежавшие Ефремовых. Здесь тоже нужно выразить благодарность директору строительной фирмы «Комплекс» Валерию Николаевичу Гордееву, который временно передал для выставки эти вот настольные часы, принадлежавшие Ефремов. И он же передал зонтик ефремовский. И вообще Валерий Николаевич, он тоже, конечно, оказывал материальную помощь при создании выставки. Вот здесь вы видите. То есть традиция благотворительности продолжается. Да, можно и так сказать. Представителями. Ну и, конечно, благодарность Национальной библиотеке Чувашской Республики, которые вот предоставили революционные журналы, мы их тоже демонстрировали в витринах, вот, можно было их увидеть. Так, здесь вы видите интерьеры комнат, вот притом вот этот вот столик, он раньше стоял у Михаила Ефремовича Ефремова, здесь вы видите, да, и вы можете видеть, что мы оформили фотографии в рамке, и вот они
Такой уголок сделали. Да, уголок тоже сделали. Кроме того, демонстрировались картины, копии, конечно, картин, картины Глазунова из Московской государственной картинной галереи, народного художника СССР Ильи Глазунова, картины Попова из Оренбургской областного музея изобразительных искусств и Головина из Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина. Вот. И Чувашский государственный ТЮЗ тоже предоставил для нашей выставки некоторые свои экспонаты. В частности, здесь вы видите костюм, который использовался для спектакля «Ефрем Хуща» по пьесе Анатолия Кибеча. И вот здесь тоже можно видеть декорации, тоже. Эскиз декораций. Музей погружает в среду. Да, можно так сказать. Притом в каждой из комнат мы специально распечатали архивные документы. Это, получается, опись комнат, которая была в комнатах ефремовских, да, и вот можно было посмотреть, какие вещи в той или иной комнате были. То есть, естественно, что не все вещи сохранились, многие из них были распределены между советскими органами, между партийными органами, между рабочими, то мы вот давали возможность просто вот, может быть, как бы пофантазировать и представить, что раньше было, да, в тех или иных комнатах. И, кроме того, на выставочных стендах тоже были показаны материалы, документы о деятельности Ефремовых. Вы здесь видите некоторые вот уголки такие. Уголки, да. Да, с мебелью. Притом тоже большая благодарность Свято-Троицкому мужскому монастырю, поскольку они временно предоставили иконы для нашей выставки. Вот. Здесь вы видите с тоже... миру по нитке, да. И собирается выставка, которая дает, ну, новым поколениям, по крайней мере, представить, вот, как жило, что из себя представляла, какова была бытовая культура чебоксарского и вообще уездного купечества нашего. И вот в том же зале, где проходил, то есть в том же здании, где проходила выставка у купцов Ефремовых, 15 июня 2018 года была открыта выставка «Купцы и предприниматели Чувашского и Марийского краев в лицах». И основным партнером создания этой выставки был музей купеческого быта Космодемьянского музейного историко-культурного заповедника, комплекса. Что ж, кликер плохо работает. И вот мы тоже на этой выставке показывали, ну, мы, конечно, не смогли показать именно все купечество Марийского края, мы в основном ограничивались, конечно, Космодемьянском. Но все равно вот нашими партнерами были, помимо Космодемьянска, Алаторский краеведческий музей, где очень богатая купеческая экспозиция, музей города Чебоксары тоже нам помог и оказал материальную помощь, фонд «Дети Отчизны», «Достойная смена», тоже он очень много помог нам в подготовке этой выставки. Так что спасибо Олегу Константиновичу, который это самое помог. Да. Участвовал и в этих программах. А цель выставки, конечно, было показать посетителям историю развития купечества в Чебоксарах, чувашских городах и Космодемьянске в начале 20 века. А задачей выставки было не только рассказать торгово-промышленной, благотворительной, общественной деятельности, но и о семьях купцов, в том числе, ну, получается, внуков, правнуках. Здесь вы видите тоже интересный экспонат, диван из музея города Чебоксары. К сожалению, сейчас этот музей не функционирует. И вот здесь же вы видите, опять-таки, предоставлены из
Чуза был костюмы из спектакля «Ефрем Куща». Сама работала выставка недолго, с 15 июня до 15 сентября, но зато мобильная часть этой выставки в дальнейшем уже экспонировалась в Космодемьянском музейном комплексе, то есть музей купеческого быта в том числе. Здесь вы видите как раз некоторые экспонаты из Космодемьянского музея купеческого быта, и настольные часы, и настольную лампу, и карты костяные, и календарь. Кроме того, демонстрировался подлинные и костюмы, в том числе женский, и некоторые фотообложки, и документы, и расчетные книжки в том числе. Специально была изготовлена вот такая вот импровизированная, да, такая инсталляция купеческой лавки, как будто приказчик сидит в ней. То есть можно было тем самым представить, что раньше продавали в таких лавках. Помимо платков, здесь были еще и экспонаты из Космодемьянского музейного комплекса, в том числе. Ну и опять снова, вот здесь вы видите такие фотографии, здравствуйте, фотографии, предоставленные Государственным историческим архивом Чувашской Республики. Вот в данном случае здесь можно видеть Любовь Николаевну Курбатову, супругу Владимира Николаевича Курбатова. Как известно, предпринимательство развивалось в Цивильском уезде. Вот здесь же вы видите, что она в лайковых таких перчатках, и лайковые перчатки в том числе предоставлены были и музеем купеческого быта. То есть вот так у нас сочетание такое вот происходило. Хочется сказать славу благодарности также Герману Николаевичу Ксенофонтову. Герман Ксенофонтов – краевед, который собирал фотографии, материалы, связанные с купцами Волчковыми из Козловки. Кроме того, хотелось бы выразить благодарность Алексею Борзову, который тоже предоставлял материалы. Грачевый по купцам Селивановым, чебоксарским купцам, которые, как известно, их даже называли яичными королями. Они поставляли яйца аж в Западную Европу, имели даже торговое представительство и в Гамбурге, и в Лондоне. Вот. То есть это была, конечно, большая работа, именно работа с краеведами, поскольку краеведы, они очень богатый материал, и купечество тоже собирают, конечно. Здесь вы видите тоже некоторые вещи из Космодемьянского музея. И, конечно, большую помощь оказал Центр редкой книги Национальной библиотеки Чувашской Республики. Предоставили они книги и журналы из домашней библиотеки Таланцевых. В данном случае здесь вы видели каталог журнальных статей. И некоторые вот книги, могу даже зачитать: «Задачи гигиены в сельской России», «Новые идеи математики», сборник «В пользу голодающих» 1892 года. Вообще по Таланцевым, конечно, было несколько стендов. Конечно, мы много о них рассказать не можем, поскольку, конечно, у нас был большой охват. Здесь вы видите, например, на фотографиях Николая Михайловича Таланцева, да, Михаила Михайловича Таланцева, их торговые предприятия. Вот здесь можно видеть тоже Зиновия Михайловича Таланцева, их благотворительную деятельность, культурную деятельность. Вот Николай Михайлович Таланцев, он, как известно, тоже очень много содействовал. Например, опять-таки, если я не ошибаюсь, он был попечительским в составе попечительского совета Ядринской женской гимназии и всячески поддерживал ее работу. Опять-таки, очень много документов было собрано в Государственном историческом архиве Чувашской Республики. Здесь вы можете видеть, например, схемы построек и с описанием их, торгов дома Таланцевых. И вот здесь можно видеть опись имущества дома братьев Таланцевых. Конечно же, мы собирали документы не только об их предпринимательской деятельности, но и благотворительной. И здесь вот можно видеть фотографию. Как известно, тоже попечителем был Ядринской женской гимназии и Михаил Михайлович. Здесь вы видите, он в центре стоит, да, во втором ряду.
И Михаил Михайлович, кроме того, он оказывал помощь и Ядринскому реальному училищу. Здесь тоже можно видеть, он тоже здесь вот сидит, да, среди учащихся. Даже вот сохранился документ о ходатайстве о предоставлении ему награды, да, то есть поощрение за то, что он проводил большую благотворительную работу. Но хочу сказать, что на самом деле мы не останавливаемся только на выставках. Сейчас ведется работа над подготовкой стационарной экспозиции. То есть те комнаты с анфиладные комнаты, которые сейчас у нас вот в доме, в бывшем доме Прокопия Ефремова существует, там будет открыта стационарная экспозиция в ближайшем будущем, посвященная купцам Ефремовым. И вот в настоящее время ведется сбор материала для создания этой экспозиции. Вот. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Андрей Николаевич. Спасибо. А вот сейчас перед тем, как слово мы передадим Игорю Владимировичу, к нам подошла Роза Михайловна. Роза Михайловна, несколько слов. Вот тут вот есть микрофон. Отец Василий, передайте, пожалуйста, Розе Михайловне. Микрофон нужен, чтобы слышали нас те, кто учится. Добрый день, дорогие коллеги, дорогие друзья, участники наших первых талантовских чтений в нашей Национальной библиотеке Чувашской Республики. Спасибо большое за то, что... Микрофон работает, да? Что именно в Национальной библиотеке проходят эти первые талантовские чтения. Конечно, вот традиция меценатства, которые, наверное, не во всех слоях современного бизнес-сообщества сохранились. Конечно, это эти традиции, о которых все-таки стоит говорить на каждом историческом этапе развития нашего общества. Всегда надо об этом говорить, потому что это свидетельство как раз и того, что нам следует подчеркнуть, что, не будучи просвещенным, сложно быть покровителем вот, да, вот таких направлений, муз в нашей стране. И когда об этом мы вновь и вновь говорим и вспоминаем вот таких выдающихся людей, купцов, меценатов, которые заложили основы вот развития всех сфер, гуманитарных сфер нашей республики, конечно, я думаю, это очень полезно. Национальная библиотека Чувашской Республики, ведь тоже в числе попечителей Национальной библиотеки Чувашской Республики конечно. Были талантливые. Это люди, которые были неравнодушны к идее просветительства. Они, наверное, я уж не знаю, какие они были, большие эти деньги или небольшие. Ну, это относительно современных денег были большие деньги, да? Конечно. Да. Вот. Мы говорим, если 1000 рублей вот, до революционный период были большими деньгами, то на наши деньги это больше 1 миллиона. Вот, видите? Да. Вот, то есть 1000 приравнивается где-то примерно к 1 миллиону современных рублей. Спасибо большое. Вот чтение, я надеюсь, что талантовские чтения будут проходить через каждые равные промежутки времени, наверное, через каждые 5 лет мы будем проводить, да? Ну, где-то, да, в юбилейные годы, да. Да. Поэтому я очень вам благодарна за то, что, за эту инициативу, за совместную работу вот в проведении вот таких чтений. Что касается Национальной библиотеки Чувашской Республики, конечно, мы будем вот не просто участвовать, а будем всемирно стараться проводить это на хорошем уровне. Спасибо вам большое. Спасибо, Роза Михайловна. Спасибо. Мы рады быть в ваших стенах, потому что они всегда очень гостеприимны, и всегда здесь мы находим отклик. И следующим, наверное, представителем наших чтений хочется представить президента Торгово-промышленной палаты Игоря Владимировича Кустарина. Он как-то органично может продолжить разговор о меценатстве, о социальной ответственности бизнеса. Именно этим занимается палата вот уже многие годы. Да. Коллеги, добрый день еще раз. Я в своем вступительном слове сказал, что именно знакомство вот с Анатолием Геннадьевичем Кранецким и значит,
Ольгой Юрьевной, да, Сергеевой, вот в 2002 году, да, вот, когда вы обратились к нам с некими инициативами, значит, обратить именно более пристальное внимание бизнес-сообщества, торгово-промышленной палаты в частности, на вот эти вот истории, традиции, благотворительность, меценатство, социальная ответственность бизнеса и так далее. Это в результате нашего общения у нас родилась целая программа «Деловая культура», торгово-промышленной палаты, значит, именно деловая культура. И мы провели серию мероприятий, конференций, круглых столов, помните, Ольга Юрьевна, да? У нас было много материалов, сказать, собрано по социальной ответственности, сказать, социальной роли предпринимательства, значит, традиции. И как один из результатов, значит, вот этих мероприятий у нас родились, сказать, этические принципы ведения дел, которые мы рассмотрели на нескольких, там, сказать, своих мероприятиях и потом утвердили на конференции торгово-промышленной палаты, рассылку сделали, значит, подборку, брошюру выпустили «Деловая культура» и так далее. Вот это как бы истоки, с чего началось более внимательное отношение палаты вот к этим процессам. Ну, как можно понимать социальную роль и социальную ответственность бизнеса? Можно понимать просто. Раз я добросовестный предприниматель, плачу налоги, значит, там взносы, там, значит, разные фонды, я уже по определению рабочие места предоставляю, да, зарплату плачу, по определению социально ответственный. Это правда, это так. Но мы говорим, опираясь на вот, сказать, традиции купеческие, меценатства и благотворительности, пропагандируем и говорим, что нужно более широко тоже смотреть. Ведь велика роль предпринимательства в формировании среды вокруг себя, да, значит, в том числе и помогать, значит, учреждениям культуры, так сказать, там, значит, художникам, писателям там, и так далее, да, деятелям науки и прочее. В этом смысле, значит, как раз, ну, родились некие рекомендации, что ли. И вот буквально 26 мая, кто не знает, был День российского предпринимательства. Чуть отвлекусь. А почему 26 мая? Я думаю, что мало кто знает. А потому что 26 мая 1985 года вышел закон о кооперации. Это вот начало перестройки, кооперации, и были открыты более широкие возможности для развития предпринимательства. Поэтому 15 лет назад указом президента России был объявлен день, государственный праздник, День российского предпринимательства. И вот он в этом году 15-й раз, значит, справлялся. Так вот, мы на конференции, на круглом столе в рамках Дня российского предпринимательства еще раз вернулись к этой теме. И, сказать, круглый стол так и назывался: «Деловая культура, социальная роль, социальная ответственность бизнеса» и так дальше. И мы там родили некоторые, извините за такое уж простое слово, некие рекомендации. Ну, например, что бизнесу рекомендуем мы, и это получило у нас решение, на сайте размещено, в рассылку пошло: соблюдать этические принципы ведения дел, соблюдать корректность в партнерских отношениях, не допускать случаев недобросовестной конкуренции, одна из рекомендаций. Предпринимать все возможные меры по предотвращению сворачивания социальных программ предприятий, недопущению массовых увольнений, там, роста задолженности по зарплате. Систематически обнародовать наиболее яркие примеры позитивного поведения предпринимателей. Проводить регулярные мероприятия по вопросам деловой культуры. Так вот, если говорить о более широком понимании социальной ответственности, это, я сказал общими фразами, формирование некой среды, да, но если чуть поконкретнее, это дополнительные меры социальной поддержки своих сотрудников, их семей, значит, благотворительность, меценатство, так сказать, да, поддержка образовательных организаций, культурных там, и так далее, и так далее. И это на самом деле делается. Значит, если говорить, например, о рекомендациях средствам массовой информации, то это серьезно. Нужно показывать преемственность дореволюционных, позитивных российских традиций в современной жизни. В частности, вот, благотворительность, меценатство и так далее. Рассказывать о болевых точках предпринимателей, их непростых отношений. Я простые слова приведу. Давайте вспомним 20-летней давности синонимы слова предприниматель. Да ну что, бизнесмен? Спекулянт, хапуга, там, значит, мошенник, там, мешочник, там. Это все вот оттуда, да?
А давайте придумаем нормальное, не придумаем. Наша задача внедрять в сознание, в ментальность другие синонимы. Значит, работодатель, да? Кто еще? Благотворитель. Благотворитель, ну, хорошо. Что еще может быть? Значит, благодетель, да, деловой человек, там, да, созидатель, Да, вот, созидатель, кормилец, так, наверное, да? Вот оно. Откуда деньги-то, в том числе бюджетные? Из налогов, которые платит бизнес. В том числе. Поэтому не в том числе, только, исключительно только. Бюджет – это то, что в виде налогов собирают от деятельности предприятий и предпринимателей. Не берутся они больше ниоткуда. Поэтому вот синонимы. Так что это серьезно вообще, так сказать, да. Ну да, значит, не так все просто, значит. Но если говорить, продолжать, рекомендации организациям бизнес-образования. Добиваться, чтобы курсы по этике предпринимательства стали обязательными для программ бизнес-образования всех уровней. Нету этого. А это мы должны выращивать людей, которые, значит, понимают это, так сказать, начиная со школы там, и дальше, и дальше. Организовывать на базе, например, торгово-промышленной палаты учебные курсы по деловой этике, этике предпринимательства. И создать набор пособий для дистанционного обучения с использованием современных коммуникационных технологий, вот эти программы. Приглашать лучших предпринимателей выступать в школах, там, в других организациях образования и так далее. Ну и прочее. И давайте уж позволю себе занять внимание, просто прочитать 12 принципов, значит, именно ведения дел, этические принципы ведения дел. Это всего 12, но давайте посмотрим. Они на первый взгляд могут звучать просто как лозунги, как некие, так сказать, заголовки, но они несут глубокий смысл, потому что мы довольно долго дискутировали над ними и описывали их, поясняли. Там, вот к этим 12 принципам есть еще целая брошюра, значит, ну, как бы распаковывает, что мы под этим понимаем. Принцип личности. Прибыль важнее всего, но честь дороже прибыли. Глубоко. Давайте вдумаемся, погружаемся. Уважай участников общего дела. Это основа отношений с ними и самоуважение. Уважение и самоуважение даются выполнением принятых деловых обязательств. Воздерживайся от насилия или угрозы применения насилия как способов достижения деловых целей. Вот 3 принципа отжали, так сказать. Дальше. Принцип профессионалов. Всегда веди дело сообразно средствам. Глубокий термин. Не залезай в кредиты. Не обещай, чего не можешь сделать. А столько сейчас, значит, закредитованных людей, ну ладно. Оправдывай доверие, в нем основа предпринимательства и ключ к успеху. Стремись завоевать репутацию честного, компетентного и порядочного партнера. Будь таким, каким ты хочешь видеть своего лучшего партнера. Глубина, да? Будь таким, каким ты хочешь видеть партнера. Да. Конкурируй достойно. Самый лучший партнер. Библейские. Вот. Конкурируй достойно. Самый лучший партнер тот, который тоже выигрывает от сделки. Глубочайшая вещь. У нас очень часто при переговорах в одну сторону, в свою выгоду старается как бы извлечь, да? А ты так веди переговоры, так организуй дело, чтобы твоему партнеру тоже было выгодно. Иначе все равно сделка разорвется когда-нибудь, да еще с проблемами для обоих. Принципы гражданина. Соблюдай действующие законы и подчиняйся законной власти. Для законного влияния на власть и законотворчества объединяйся с единомышленниками на основе данных принципов. Твори добро для людей, не требуя за него непременно общественного признания. Очень правильно. А то у нас я на коне, я под конем, я с саблей что-нибудь сделал и уже везде распиарился, да? Вот это тоже бывает довольно часто. При создании и ведении дела не наноси ущерба природе. Найди в себе силы противостоять преступности и коррупции, способствуй тому, чтобы они стали невыгодны всем. Проявляй терпимость представителям других культур, верований и стран. 12 принципов. Мы их прям вот выцеживали, и это было 20 лет назад. Да, да.
Да, Так что, коллеги, вот в чем роль торгово-промышленной палаты, вот, значит, как бы в формировании вокруг себя, одна из ролей палаты, формирование вокруг себя вот как раз среды добросовестных предпринимателей. Ну и в завершении, вот имея в виду вот семейные традиции, купеческие и так далее, Российская палата уже 3 года ведет проект «Семейный бизнес». И в этом году мы себе сами поставили задачу создать центр семейного бизнеса при торгово-промышленной палате Чувашской Республики в целях, значит, построения устойчивого семейного бизнеса, который можно передавать из поколения в поколение. Это тоже как оттуда, вот из традиций семейных, купеческих и так далее. Так что вот большое вам спасибо еще раз. Мы с удовольствием будем участвовать в этих чтениях. Завтра наша бригада поедет вместе с вами в Ядрин. Там все продолжим дальше обсуждать. А я прошу меня отпустить, у меня там встреча сейчас, там приехали ко мне. Мы вас отпустим, Игорь Владимирович, но один момент. Хорошо. Мы тут с Игорем Владимировичем в честь 20... Я оставлю вам вот эти вот рекомендации. В честь 20-летия нашего общего дела подумали, ну вот поскольку, да, эти этические нормы, эти принципы, эти традиции мы как бы поддержали и начали внедрять в сознание предпринимательского бизнес-сообщества. Ну и, наверное, надо все-таки вернуться и еще к одним традициям. Традициям, ну, отмечать достойных. Вот. И мы говорили о том, что хотим учредить настольную медаль вот, представителям бизнес-сообщества. И я думаю, что мы разработаем этот макет этой медали. Ну, она не обязательно должна носить какое-то персональное имя про Ефремовых, Таланцевых. Мы подумаем, как это, но за полезные труды, за полезные труды на благо Отечества и общества и так далее. Я думаю, что участники нашего сегодняшнего собрания, нашу идею такую с Игорем Владимировичем поддержат. Вот. Коллеги, в завершение я хочу сказать большое спасибо вот всем, значит, за вот эти вот, так сказать, ну, выступления и материал, который есть, да. Я с просьбой обращаюсь и в библиотеке, и к вам, да, дать, значит, максимум этого материала в торгово-промышленную палату. Мы ссылки сделаем, источник, поблагодарим все, да. Для чего? У нас галерея предпринимательства Чувашии на сайте развивается. Она далеко не полная. Некоторые из этих фотографий там есть, материалы есть. Я бы попросил вот Ольгу Юрьевну, вас, вот вас там, да, значит, как-то максимально вас тоже вот, ну, как бы, ваше Андрей выступление Николаевич, мне, так сказать, да, понравилось очень, да. Дать максимум материала, чтобы мы могли вот именно галерею живую, которая бы в интернете была, значит, на нашем сайте развивалась и обрастала, как говорится, новыми именами и так далее. Да. Вот это, за это будем признательны. Да. Да, мы постараемся, так ведь? Спасибо большое. Спасибо. Я, с вашего Андрей Николаевич презентацию оставил, так что мы с Татьяной Николаевной все это доделаем. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, Владимирович. Ну, как бы вот продолжая тему благотворительности, мы опять вернемся к нашим героям, героям сегодняшней, как говорится, нашей темы, наших чтений. И Татьяна Александровна, которая занимается семейной библиотекой, личной библиотекой семьи Таланцевых, нам сейчас расскажет, скажет, информирует нас о этом замечательном явлении, как библиотека, личная библиотека семьи Таланцевых. Национальную библиотеку связывает с именем Таланцевых более чем полувековая история, а именно уже скоро 70 лет, как их домашняя библиотека стала частью нашего фонда, первой коллекции и основой фонда редких и ценных изданий. К слову, редкий фонд на сегодняшний день включает в себя 18,5 тысяч изданий с 1643 года, состоит из 15 коллекций и собраний. И их изучение – это одно из важных направлений исследовательской деятельности Центра. Книжное собрание братьев Таланцевых – пример библиотеки класса образованного купечества, предпринимателей и капиталистов новой формации. Явление для российской дореволюционной глубинки достаточно редкое, для Ядринского уезда Казанской губернии – исключительное. Братья Таланцевы, как сегодня уже упоминалось, занимались
не только большой благотворительной деятельностью, направленной в первую очередь на развитие социальной, культурной и просветительской сферы жизни народа, но и открывали наряду с детскими сиротскими приютами, женской и мужской богадельной, глазной хирургической лечебницей, реальных училищ, женской гимназии, заводской школы, нескольких сельских и частных школ. Они создали библиотеку при заводе. Также содействовали открытию в 1890 году публичной городской общественной библиотеки города Ядрин. Николай Михайлович, к слову, был избран членом библиотечного комитета. Зиновий Михайлович, как мы знаем, внес большую сумму денег на организацию Народного университета в Нижнем Новгороде, на издание первой чувашской газеты «Хыбар». В 1906 году стал издателем литературы на чувашском языке. Издано 6 книг. Некоторые из них представлены на выставке, а со всеми ими можно ознакомиться в электронной библиотеке Национальной библиотеки Чувашской Республики. В своем доме в Енибаковской усадьбе братья собрали богатейшую в округе частную библиотеку. Книги, альбомы, брошюры, популярные журналы, газеты рубежа веков. Накануне Первой мировой войны книжное собрание оценивалось на большую по тем временам сумму – 3000 рублей. Братья имели прочные связи с книжными магазинами Нижнего Новгорода, Казани, Москвы, постоянно пополняли библиотеку, о чем свидетельствуют записи в расходных книгах торгового дома. Куплены книги в Казани, уплачены книжному музею, куплены театральные пьесы, выданы переплетчику и так далее. Книги и журналы по моде тех времен переплетались в цветной картон под мрамор. На корешках тиснением выводился суперэкслибрис, БРТ или БТ. На многих изданиях проставлен штемпельный экслибрис «Домашняя библиотека братьев Таланцевых», причем существовало несколько его видов. На сегодняшний день выявлено 4 разновидности. Для книг были заказаны специальные шкафы с отделкой под красного дерева, зеркальными стеклами. 2 таких шкафа остались у нас в библиотеке. По мере пополнения собраний проводилась его систематизация. Были подготовлены и изданы каталог домашней библиотеки братьев Таланцевых и каталог журнальных статей домашней библиотеки братьев Таланцевых. Домашняя библиотека формировалась на протяжении минимум 2 поколений семьи Таланцевых. И, как и все их имущество, ее судьба, как у всего их имущества, во многом трагична. Потрясение революции, гражданские войны отразились как на членах семьи Таланцевых, так и на их библиотеке. Вы знаете, что братья после революции отказались от своих предприятий в пользу Казанского губернского продовольственного комиссариата. И библиотеку в общем собранием рабочих было решено оставить при открывающемся Народном доме. Но после подавления Курмышского мятежа дом бывшего управляющего торговым домом, где хранилась библиотека, был конфискован, и книжное собрание передали Ядринской уездной центральной библиотеке. Вернее, бросили в неохраняемый сарай. Часть книг осталась на заводе, другая была роздана по народным домам, волостным библиотекам и избам-читальням уезда без всякого учета и системы. Однако более 3500 сохранившихся томов почти 40 лет стояли на полках сначала уездной, а затем Ядринской районной библиотек и пользовались спросом, о чем свидетельствуют сохранившиеся в них карточки учета выдачи и записи дат срок возврата на технических ярлыках. В 1954 году сильно поредевшее собрание было передано Чувашской республиканской библиотеке имени Горького, ныне Национальная библиотека Чувашской республики. Долгое время было не учтено, частично утрачено, и только в 1970-х годах, после переезда библиотеки в новое здание по проспекту Ленина, 15, книги были инвентаризированы, описаны и стали доступными пользователям в составе редкого фонда. Сейчас эта коллекция хранится в отдельном помещении, вы видите на фотографиях. Все книги закаталогизированы. Был издан такой каталог коллекции братьев Таланцевых. Была проведена реконструкция этой библиотеки. Про нее можно прочитать отдельно. Можно сказать еще, что личная библиотека Таланцевых после добровольной передачи ее народу в 1917 году должна была стать еще более доступной жителям уезда. Но это стало только для уцелевшей ее части
и в полной мере в конце 20 века, когда в 90-х годах из спецфонда вернулась на полке Национальной библиотеки часть собрания, книги периода Первой русской революции 1905-1907 годов. И вся дальнейшая работа, сохранившаяся частью собрания, была направлена на ее сохранение и популяризацию как самой коллекции, так и личности ее владельцев. Так, коллекция хранится в отдельном помещении, как я уже сказала, где поддерживаются нормативные условия хранения с помощью кондиционирования. Более того, большая часть книг прошли массовую нейтрализацию кислотности бумаги в Федеральном центре консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Коллекция и ее изучение стали темой ряда статей и выступлений на профессиональных встречах, объектом школьных и студенческих проектных работ. В последнее время участвуют в библиотечных квестах. Активная работа по изучению и популяризации коллекции принесла и другой результат. В конце 2015 года продолжатель традиции меценатства братьев Таланцевых, ядринский фермер, директор историко-культурного комплекса усадьбы купцов братьев Таланцевых Леонид Белов преподнес Национальной библиотеке щедрый дар. На свои деньги изготовил и установил памятник, который сейчас стоит около входа в библиотеки по улице Энгельса. Открытие его было 18 декабря 2015 года при большом стечении народа, с официальными лицами, широко освещалось в средствах массовой информации. Памятник состоит из гранитной глыбы, на которой есть надпись «Благотворительным и меценатом конца 19-го, начала 20 века от благодарных потомков» и бюста Зиновия Михайловича Таланцева. В то же время прошел первый круглый стол меценатов Чувашии. Надо сказать, что они потом стали у нас регулярными, проводились в библиотеке, с участием двух министров, представителей общественности, представителей предпринимательского сообщества, современных благотворителей, в первую очередь того же Леонида Белова. И в продолжение этой темы приезжал как раз наш Михаил Александрович и подарил книги из домашней библиотеки, которые были обнаружены у них. Тогда же была очень интересная у нас акция. Мы выявляли книги из библиотеки Таланцевых во всех библиотеках Чувашии. И нашли несколько книг на Ядринском спиртзаводе и несколько книг, 6 книг в научной библиотеке Чувашского педагогического университета имени Ивана Яковлевича Яковлева. В июле 2016 года библиотеку посетили потомки Зиновия Михайловича, внучка Ксения Безменова, и правнуки Константина и Варвара. В 2018 году, в честь 150-летия со дня рождения Зиновия Михайловича Таланцева, в республике был проведен ряд крупных мероприятий, в которых Национальная библиотека Чувашской республики выступила и соорганизатором, и активным участником. Так прошла выставка в Национальном музее, и в Ядрине был целый комплекс мероприятий. Это и научно-практическая конференция «Роль братьев Таланцевых в жизни города Ядриной России», круглый стол «Просветительская деятельность купечества и предпринимателей» Чувашии вчера и сегодня в библиотеке с обязательным возложением цветов к памятнику возле нее. Юбилею был посвящен и выпуск электронного журнала Национальной библиотеки «Вести электронной библиотеки» за июнь 2018 года. В 2022 году, здесь ошибка, вышла статья Сергеева Тихона Сергеевича «Книжная культура в меценатстве купцов Таланцевых» в журнале «Библиотековедение». В том же году с рассказом о коллекции домашней библиотеки братьев Таланцевых мы выступили на Всероссийской библиотечной конференции в городе Киров. 2023 год снова юбилейный. К празднованию 155-летия со дня рождения Зиновия Михайловича Таланцева проводятся первые таланцевские чтения. И к юбилею библиотекой создана отдельная электронная коллекция «Братья Таланцевы», где доступны для знакомства публикации, связанные с именем братьев, изданные Зиновием Михайловичем книги, его работы, патенты на изобретения, фотографии членов семьи. Работа с коллекцией будет продолжена. Таким образом, домашняя библиотека братьев Таланцевых, уникальное явление российской провинциальной культуры, сыграла значимую роль в истории Чувашского края.
И все это стало возможным во многом благодаря работе по сохранению, изучению и популяризации данного собрания в Фонде Национальной библиотеки Чувашской Республики. Спасибо большое, Татьяна Александровна, и за выступление. Колоссальный героический труд. По сохранению этого уникальной коллекции, популяризации и так далее. Тем более, что вот можно привести живой пример. У нас здесь присутствует барышня, это наша студентка нашего института, Чебоксарского политехнического института, филиала Московского технического университета, которая выступала на форуме, замечательном таком форуме, фестивале научных исследований молодых ученых, студентов, аспирантов, который называется «Юность Большой Волки». И вот Марина сообщением о том, что, в общем, в качестве, делалось и братьями-талантцами, Зиновием Михайловичем, как просветители своего времени. То есть вот эта вот просветительская деятельность в поддержании школ, гимназий, в создании библиотеки, она вот тоже посещала нашу библиотеку частную, изучала ее. Вот Марина у нас, в общем, провела такую большую работу. А это тоже популяризация среди молодых поколений, новых поколений молодых исследователей. И я думаю, что ее работа тоже, в общем, может войти вот в этот фонд, и презентация к этой работе. То есть вот она у нас участник такого большого межрегионального форума. Вот я даже предлагаю ей похлопать. Вот. Ну, что сказать? Дело в том, что действительно, вот я тут заявлена как человек, который вот вместе с торгово-промышленной палатой занимался вопросами социальной ответственности бизнеса. Действительно, Зиновий Михайлович, а мне это особенно дорого, вот его деятельность с точки зрения просвещения, когда выходили не только на уровень школ, гимназий, училищ, но и даже на уровень создания Народного университета в Нижнем Новгороде, когда после, так сказать, распуска Думы, Второй Государственной Думы, Зиновий Михайлович перебирается, потому что он вырос за рамки вот, уезда Ядринского, он уже стал общественным деятелем губернского масштаба. И вот он перебирается в Нижний Новгород, и там тоже его и деятельность, как говорится, как предпринимателя, и деятельность общественная, и деятельность просветительская, она, как говорится, развивается бурным цветом. И вот у нас сегодня здесь в программе, как говорится, есть информация о том, что мы связались с Нижегородским, с Татьяной Александровной, университетом. Дело в том, что Народный университет Нижнего Новгорода, который был создан благодаря представителям бизнес-сообщества и представителям городской думы Нижегородской, куда входил депутатом которого был Зиновий Михайлович, и он стал председателем фонда создания Народного университета в Нижнем Новгороде в 1916 году. И этот фонд способствовал созданию открытого университета, вот, университет Шанявского. Потом уже в советское время там появился университет Карла Маркса в Москве. Это открытые такие учебные высшие заведения, куда принимали людей, всех желающих, без учета сословного представительства. Вот это был большой вклад Зиновия Михайловича вот еще в дореволюционный период. И на базе Народного университета в Нижнем Новгороде потом в последующем был открыт университет, государственный университет, который со временем получил имя уроженца Нижнего Новгорода Николая Ивановича Лобачевского. Вот.
И, в общем, с тех пор он так и существует. И я очень горжусь тем, что я закончила университет, государственный Нижегородский университет имени Лобачевского в свое время. И, в общем, мне это действительно очень дорого, приятно. Вот Михаил Александрович сказал, что у нас в Нижнем Новгороде, в университете, музей, в котором представлен целый фонд, посвященный Зиновию Михайловичу Таланцеву, как, допустим, одному из отцов-основателей, можно сказать, отцу-основателю Нижегородского университета. Так вот, действительно, я тоже была в этом музее, тоже общалась. Там, кстати, мои были однокашники, руководителями этого музея, люди, которые закончили мой исторический факультет. И я думаю, что сейчас следующее поколение уже продолжает это. Здравствуйте, разрешите представиться. Меня зовут Димашова Юлия Андреевна, и я являюсь заведующей сектором музея Нижегородского государственного университета. Тема моего доклада – Зиновий Михайлович Таланцев и Нижегородский университет. Зиновий Михайлович Таланцев – фигуры, видный крупный предприниматель, политический и общественный деятель, признанный ученый. По образованию он был одним из инициаторов создания Нижегородского городского народного университета в 1916 году, заведующим кафедрой жиров и масел Нижегородского государственного университета в 1920-1929 годы. Деятельность Зиновия Михайловича Таланцева в области народного образования в Нижнем Новгороде началась в 1914 году, когда он был выбран председателем комиссии для выработки положения о Народном университете. Идея создания Народного университета в нашем городе возникла в пору общественного оживления, когда высочайшим манифестом от 17 октября 1905 года народ был призван к участию в политической жизни. В чрезвычайном заседании Нижегородской городской думы Александр Михайлович Мемурский, наш городской глава, создать в Нижнем Новгороде Народный университет. И городская дума выделила на эти цели 100 тысяч рублей. Соглашение Думой создания в Нижнем Новгороде Народного университета встретило горячий отклик среди горожан. Например, купцы Башкировы, купец Сироткин Дмитрий Васильевич, и в том числе, конечно, Зиновий Михайлович Таланцев внесли свои личные средства на создание Нижегородского народного университета. А 25 ноября 1905 года Евгения Робертовна Ермолаева, вдова потомственного почетного гражданина Алексея Федоровича Ермолаева, завещала все свое имущество на Народный университет. 1 января 1912 года она умирает, и исполнительный комитет по духовному завещанию должен был исполнить волю завещательницы. 7 ноября 1914 года городская дума приняла решение образовать особую комиссию для выработки положения о Народном университете. И председателем этой комиссии был избран Зиновий Михайлович Таланцев. Комиссия проработала всего 3 месяца, с 20 января 1915 года по 22 апреля. В это время было выработано положение о Народном университете, программы предметов, учебные планы. Из уставных документов был выбран Народный университет имени Шанявского в Москве. Участники комиссии также познакомились с уставными документами уже существующих народных университетов в Петрограде, но это не было простым копированием. То есть наши классные думы подошли к вопросу ответственно, предлагали свои собственные мнения относительно целей и задач университета. И посчитали, что университет должен служить широкому распространению систематического научного образования и прикладных знаний. В наш университет принимались лица обоего пола. Это очень важно, потому что до революции императорские университеты был ограничен
доступ для женщин. Также принимались лица без ограничений по вероисповеданию, по национальности, по образовательному цензу. Велось в основном по программам государственных университетов. И отличия. Народный университет выступал за приспособление программ к условиям жизни, к потребностям населения в тех отраслях знания, которые наиболее нужны в данную минуту. Хозяином Народного университета являлся город и городская дума, а управление университетом передавалось попечительскому совету управления университетов. Попечительский совет возглавил Зиновий Михайлович Талантов. Он был председателем попечительского совета. Им была проведена очень большая работа по приглашению преподавателей Нижегородского народного университета московских профессоров, Московского народного университета имени Шанявского, коммерческого института, высших женских курсов. В Болгарии от 9 января 1916 было опубликовано сообщение о том, что на заседании Совета Народного университета председатель Зиновий Михайлович Талантов отчитывался о своей поездке для приглашения там профессоров для чтения лекций в университете. Московская профессура отнеслась очень сочувственно к открываемому в Нижнем Новгороде университету, и многие профессора принимали сделанные им предложения с большой готовностью. Несколько профессоров заявили о том, что они приедут на торжественное открытие университета. И Зиновий Михайлович заявил, что расходы в размере 1500 рублей на это он принимает на свои личные средства, за что попечительский совет выразил ему благодарность. Торжественное открытие Народного университета состоялось 17 января 1916 года в здании Нижегородской городской думы. В своей речи на открытии университета Зиновий Михайлович Талантов выразил мнение, которое, мне кажется, актуально и в наши дни. В основу Народного университета мы кладем идею демократизации высшего образования. Высшее образование не может быть привилегией немногих. Оно должно сойти со своих высот до широких масс народа. Мы будем надеяться, что народные университеты явятся необходимым звеном в цепи учреждений, направленных к просвещению народа. После 1918 года, когда было национализировано имущество братьев, Зиновий Михайлович в Москве в национализированной маслобойной промышленности. В 1920 году он возвращается в Нижнем Новгороде и возглавил кафедру технологий жиров и масел Нижегородского уже государственного университета. Нижегородский государственный университет был основан декретом, появился благодаря декрету, подписанному Владимиром Ильичем Лениным 5 июня 1918 года. По этому декрету закрывались все высшие учебные заведения в нашем городе. Это и Народный университет, и высшие сельскохозяйственные курсы, и Политехнический институт. И был основан на их месте уже один государственный университет. В государственном университете Зиновий Михайлович Талантов возглавил кафедру технологий жиров и масел химического факультета. Благодаря Зиновию Михайловичу Талантову на химическом факультете существовала также специальная лаборатория жиров и масел. Эта лаборатория в свое время была богато оборудованной и одной из немногих в Советском Союзе по жирам и маслам. Зиновий Михайлович Талантов принужден начать был работу в университете с маслами, и он добился передачи нашему университету созданной им ранее лаборатории при Ядринском маслобойном заводе, и в тяжелой обстановке экономической разрухи неустанно работал над ее развитием и оборудованием. Эта лаборатория превратилась в образцовое учебно-вспомогательное учреждение, позволяющее вести учебный процесс и научную работу. Он все силы отдавал обслуживанию промышленности Нижегородского края, способствуя тем самым установлению и укреплению связей университета с производством. В 1922-1924 годы консультантом по липоварению на краскотерочной фабрике. С 1921 года консультантом на заводе Нижжиртреста, где под его руководством было дважды проведено переоборудование и расширение завода, оборудовано олифоварочное отделение и организована химическая лаборатория.
Зиновий Михайлович Таланцев положил много сил на руководство научно-исследовательской работы студентов и аспирантов. Им было написано около 20 научных статей и очень важное руководство по технологии жиров и масел, единственное в то время на русском языке. Эрудиция, умение передавать богатейший опыт и знания сделали специальность самой многолюдной на химическом факультете. Кафедра, руководимая Зиновием Михайловичем Таланцевым, за годы его работы выпустила 39 человек, из которых многие заняли посты главных инженеров местной всесоюзной промышленности. На момент его смерти еще 32 студента были подготовлены к выпуску. Таланцев до конца дней оставался на своем рабочем месте. Застал его за работой по просмотру студенческого квалификационного проекта. Случилось это 9 марта 1929 года. Незадолго до смерти Совет химического факультета единогласно избрал Зиновия Михайловича Таланцева профессором, но, к сожалению, не успели утвердить этой должности. Зиновий Михайлович Таланцев был похоронен на лютеранском кладбище Нижнего Новгорода. В сегодняшний момент ни самого кладбища, ни Михайловича Таланцева не существует. На этом я свой небольшой доклад. Спасибо за внимание. В общем, да, действительно, вот вам, пожалуйста, социальная ответственность бизнеса во всех направлениях. И с точки зрения развития экономики, и с точки зрения вот, общественно-политической деятельности, потому что Зиновий Михайлович был депутатом Второй Государственной Думы. И с точки зрения культуры, допустим, развития театральной деятельности, вот, создание коллекции книг, но и просветительской, конечно, деятельности, вот это, вот, допустим, стремление поддерживать. Я в свое время, когда начала изучать историю братьев Таланцевых, и когда я поняла, что их было 3 поколения, которые носило одни и те же имена, когда я это все выстроила и поняла, что это разное поколение, но люди, которые занимались одним очень важным делом. Они, допустим, вот я подсчитала, может быть, даже не до конца, но вот меня потрясла эта цифра. Вот, допустим, семья Таланцевых, особенно вот последнее поколение, поддерживала 134 учебных заведения от церковных школ, да, до университета. Понимаете, это и гимназии, прогимназии, как вот тут вот представители Ядринского сообщества сегодня говорили, это и училище коммерческое в Нижнем Новгороде, и это и Народный университет. То есть вы представляете, какой масштаб деятельности просветительской. И это говорит действительно о том, о тех традициях, которые складывались, конечно, на протяжении многих, ну, можно даже сказать, столетий, когда и представители купечества, купечество тоже прошло свой исторический путь, начиная от гильдейского купечества, допустим, от сначала купеческих сотен, гильдейского купечества до представителей предпринимательского сообщества, заводчиков, фабрикантов и так далее. И вот все они, на каждом этапе можно проследить, что всегда были благотворители, которых мы знаем. Именно они же вошли в историю, в культуру нашей страны. Это и Третьяковы, и Мамонтовы, и Морозовы. Это, если говорить на всероссийском уровне, это и Ефремовы, и Таланцевы, и Курбатовы, и Поповы ядринские. То есть в каждом регионе, я думаю, что есть такие династии, даже целые династии, которые занимались серьезным вкладом в развитие региона. И с точки зрения экономики, с точки зрения культуры. Хотя культура, можно сказать, что это вообще-то вбирает в себя абсолютно все, понятие культура.
Ну, и вы знаете, что отрадно? Я тоже могу очень много об этом говорить, как вот Игорь Владимирович сегодня не один раз сказал, что мы этим вопросом занимаемся давно. Но вот непосредственно вот Зиновием Михайловичем Таланцевым как-то вот вы все-таки начали с такой круглой даты, со 145 лет. Фактически вот здесь 140 лет скорее, вот 15 лет, вот эти каждые 5 лет обязательно стараемся что-то, какое-то мероприятие провести в память об этом удивительном человеке. Тем более, который, знаете, вот в Казани был очень интересный проект «Личность в эпоху перемен». И когда мне пригласили Казанский университет, Казанский институт культуры поучаствовать, с кем я поехала в качестве нашего представителя, это, конечно, был Зиновий Михайлович Таланцев. Два представителя, которых я возила и представляла на уровень региона в Поволжье, это Зиновий Михайлович и Алексей Николаевич Крылов. Вот это действительно личности, которые были представителями востребованными и в императорской России, и в советской. И все они внесли свой колоссальный вклад как специалисты, как нужные люди в своих областях, и действительно настоящие патриоты, настоящие граждане. И я думаю, что вот не случайно и с Мариной мы готовили этот материал для того, чтобы молодежь понимала, что такое быть настоящим гражданином своей страны. И мне хочется здесь вот в продолжении разговора сказать, что, слава Богу, эти традиции продолжаются. Вот у нас есть тут замечательная организация, которую возглавляет Степанов Олег Константинович, «Дети отчизны. Достойная смена». Ну, они, наверное, так промыслительно, не случайно назвали так свою организацию, которая занимается тоже сейчас колоссальной просветительской деятельностью. Это и поддержка различных конкурсов, олимпиад, в которых участвуют школьники вот, нашего города, нашей республики. Это издание книг, издание тех материалов победителей этих конкурсов. Это и колоссальная выставочная деятельность. Вот я просто очень радуюсь, что такие проекты, посвященные... Вот у нас только один год, к сожалению, был выдающимся личностям посвященный, а вот дети отчизны занимаются на протяжении уже многих лет, показывая исторические личности нашей страны в выставках, передвижных выставках, которые охватывают все периоды, начиная, так сказать, с Киевской Руси и заканчивая, так сказать, 20 веком, когда вот в прошлом году была круглая дата, связанная с Нюрнбергским процессом. То есть вот здесь сидит директор вот этой выставочной деятельности Лариса Владимировна Иванова. То есть вот вы знаете, мне очень хочется от имени, ну, наверное, я думаю, что Михаил Александрович тоже со мной согласится, потомков купечества уездного, поблагодарить наших нынешних представителей за то, что они эти замечательные традиции продолжают. Олег Константинович, я думаю, что вот это в первую очередь к вам. Большое вам спасибо за вашу деятельность. Здесь настолько тоже широкий охват. Это работа и со школьниками, со студентами, это работа с научным сообществом, это работа с региональными деятелями, с деятелями культуры, с писателями, с, ну, в общем, даже режиссерами и так далее и тому подобное. Так что вот очень приятно. Я думаю, что можно даже бурные аплодисменты. Вот. Ну и, как говорится, подводя какие-то итоги, мы сейчас попросим нашего гостя Михаила Александровича Таланцева, правнука Зиновия Михайловича, нам тоже сказать, какие вот, может быть, у вас
остались семейные традиции в плане сохранения, в плане вот бережного отношения к каким-то вот вещам, может быть, вот связанным с таким вот духовно-нравственными основами. В вашей семье, может быть, есть что-то вам пришло от ваших предков. Вот хотелось бы услышать. Да, работает совершенно хорошо. Еще говорить. И еще раз хочу отметить, что вот меня, как представителя потомков семьи, конечно же, радует, что такая деятельность, какая у нас сейчас происходит, ведется. Значит, я увидел тут, значит, в пункте программы сохранения семейных традиций потомков Таланцева. Вот я очень люблю слово «традиция». Мне оно очень нравится. Но потомков всех вот Зиновьева именно с точки зрения традиции, потому что мы не можем точно сказать, что вот в семье Зиновия Михайловича и Михаила Михайловича были такие-то традиции: пить чай во столько-то, идти в театр во столько-то, и вот мы это соблюдаем. Здесь, повторюсь, люблю слово «традиция» и приветствую его, то есть не против. И здесь больше я бы хотел сконцентрироваться на наследии, сохранении этого наследия. Значит, смотрите, да, тобой вот остатки там Безменовые, Таланцевы. Вот, значит, во-первых, сохранить память, раз, знать, что это было, заниматься, ну, так скажем, с начала 2000-х. Я приехал в Ядрин в первый раз в 2003 году, был очень впечатлен именно вот памятью и знанием местных жителей о моем прадедушке, о котором я-то, может, и не все это знаю, хотя это мой прадедушка. Ну, конечно, что-то в семье рассказывалось, но, так скажем, не в таких подробностях, как знали некоторые местные жители города Ядрин. Меня это, конечно, впечатлило, понятное дело, почему. Поэтому, конечно, мне было бы очень радостно понимать, что вот наша деятельность и даже вот мой приезд сюда внес вот какой-то вот вклад в общее знание и понимание Таланцевых во всех сферах. Вот даже не только просветительская деятельность, вот касательно предпринимательской деятельности. Ведь братья были очень дружны. А что касается, конечно, просветительской и меценатской деятельности, да, если знание об этом и память об этом спровоцирует или приведет к какому-то вот толчку, ну пусть не толчку, это громко сказано, а хотя бы будет способствовать развитию вот этой же деятельности, хоть чем-то, хоть чуть-чуть, ну, конечно, лично меня это бы очень радовало. Ну и всем еще раз спасибо. Спасибо, еще раз спасибо. Вот. Ну, я думаю, что вот все материалы, которые у нас не прозвучали, они будут включены в материалы библиотеки. Сегодняшнее, вообще-то, у нас уникальное наше заседание, потому что оно транслировалось. Вот здесь вот вроде бы за столом, за круглым сидит не очень много людей. Кто-то приходил, кто-то там вливался, кто-то уходил дальше, потому что все люди очень, как говорится, ответственные, занятые. Но мы были в прямом эфире, и нас слушали наши библиотеки республиканские, слушали в Ядрине, я думаю, что слушали и в Нижнем Новгороде. То есть у нас очень широкая сегодня аудитория. И наши вот первые таланцевские чтения, я думаю, состоялись. И спасибо всем участникам и всем слушателям, которые, в общем, принимали участие в этом процессе. Конечно, конечно. Олег Константинович, пожалуйста, скажите в микрофон, чтобы... Ухо режет, когда вы называете бизнес-сообщество, да, или, скажем так, бизнес. Вот если в корень слова это глянуть, посмотрите английское слово «бизнес». Афера обогащения личного, ради личного прибыли, да, то есть все-таки братья Таланцевы, если бы примерно сейчас находили бы, да, примерно, сказали бы, были категорически против этого слова. Есть хорошее слово – предпринимательство, делать дело, да, скажем так.
Вот в этой ситуации я на самом деле, где бы ни выступал, все у нас говорят бизнес, бизнес, по сути дела, это не очень некорректное и некрасивое слово. Если вникнуть в суть слова, вы посмотрите, у нас он больше как мошенник и аферист в этой ситуации. Поэтому все-таки они были предпринимателями, а не бизнесменами, да, скажем так. И вот в дальнейшем, если вот дальше талантские чтения будет проводить, давайте откажемся от этого слова бизнес. Согласна, Сообщество или бизнес какого-то момента, более, что... а будет, назовите предприниматели. Язык наш богатый, потому что и мы можем предприниматель, всех... он творец, понимаете? Да. Он предпринимает то, чего не было. То есть он, в принципе, созидатель. Вот да. сказал Игорь Владимирович, правильно сказал? Созидатель, да, творец. То есть что-то из того, что у вас вообще не было, он появляется. Он из ничего же делается, по сути дела. Поэтому, ну, он делает дело, по сути дела. Да, создает рабочие места, платит налоги, это одно. Но все-таки слово предприниматель намного лучше подходит вообще в нашем сообществе, скажем так. Поэтому давайте хотя бы в резолюцию внесем, чтобы не использовать слово бизнес, а использовать слово предпринимательство. Ну вот тут вот, видите, Олег Константинович, как хорошо, когда работает интернет. Вот наш представитель, так сказать, экономического блока, Сергей Борисович тут же нашел, а что есть и перевод, просто деловой человек. Я с вами абсолютно согласна. У нас богатый русский язык, мы можем использовать предпринимательское сообщество и да, деловых людей. Ну да. И вот я бы хотел бы еще сказать, потому что в чем проблема сегодняшнего предпринимательства, да, скажем так. Вот я в первом поколении. Я недавно, несколько лет тому назад общался с хорошим психологом, и разговаривая на тему передачи дел предпринимательства, да, вот поймите, царский период был, доцарский, да, дореволюционный, был сословный слой. Поэтому поколение, сын купца, купец там, или купец, там, дальше он продолжал дело. Но сегодняшние, за 70 лишним лет советской власти, скажем так, это в корне убито. Поэтому сегодняшние, если посмотрите, многие директора заводов, директора предприятий, проблема у них возникает с передачей дел по наследству. Поэтому дети не хотят заниматься этим делом, они уходят свободные, творческие, там, становятся поварами, скажем, как у меня, музыкантами, да, скажем так. Поэтому у нас возможность у наших детей заняться больше творчеством, скажем так, потому что предпринимательство, на самом деле, это тяжелый труд. Поэтому, глядя на все это дело, дети, папа говорит, вы знаете, это так тяжело, давай я лучше займусь там вот этим делом. Поэтому вот все-таки правильно было отмечено, по сути дела, думаю, пример прапрадеда, да, по сути дела, возможно, для ваших будущих там, детей, там, внуков, это все-таки явится толчком тому, что фактически в вашей семье появятся, наверное, будущие предприниматели большого, потому что пример деда, скажем так, прадеда, это очень огромный пример, потому что я начал сам изучать историю своего рода и удивительно нашел, что в моем поколении предприниматель был прадед, скажем. Понимаете, возможно, это тоже каким-то макаром нас тоже играет. Поэтому, возможно, в будущем братьев Таланцевы, торговая марка, она продолжится в лице ваших родов. И хотелось бы сказать, на самом деле, чтобы Таланцевы, вот этот тем замкнутая, которая была у нас за 70 лет, она замкнула бы, и она продолжит бы даже, пусть не территории Чувашии, Московской области, Москве, да, но и, в принципе, вернулись бы тоже к истокам Ядрина или в Чебоксары. По сути дела, в принципе, вот это было бы суперпроект, скажем так. И мы даже в этом отношении помогли бы в чем-то. Спасибо. Спасибо, Олег Константинович. Да. Я стараюсь иногда привозить это, ну и буду стараться, конечно, своих детей, когда или отпуск, или что, ну, потому что, сами понимаете, жизнь, быт, не все так получается, как хотелось бы, но будем стараться, что-то получается. Ну, вот, наверное, как говорит классика, ружье, которое висит на сцене, обязательно должно выстрелить. Но не зря сегодня с нами здесь архимандрит Василий. Я думаю, что, батюшка, 2 слова вам для закрытия нашего сегодняшнего мероприятия. Только микрофон, да, пожалуйста. Мы как не коммерческая организация, да, мы представители, мы люди, которые больше потребляли, это доброта, все меценат,
Но зато мы тоже были поле их действий. У каждого города есть свой действительный меценат. Ну, Чебоксар, семья Ефремов, ну, самые известные, оно, еще его дом около монастыря. Алатир, я вспомню, фамилия Попов, тоже, которые, и все они передали именно сферу культуры, общества, на самом деле для общества. И религия, и православная вера, она самая, можно сказать, база этого общества. Потому укрепляли именно, например, открыть церкви, открывать церкви, открывать школы при церкви. Это тоже было укрепление общества, а укрепление общества, это, я думаю, что напрямую это влияет на предпринимателей. Да, я думаю, что люди, которые меценат, они ну, даже имеют глубокое видение обществу. Меценат открывал, например, больница. Для чего? Для того, что люди, которые работают, например, на это предприниматель, были здоровые, занимали образование для детей, что тоже, что были будущие не только рабочие, но и инженеры. Специалисты, да. Они инвестировали, помогали строительству храма для того, чтобы тоже в это общество было ну, душевное спокойствие, молились за мир этого мира, вот как это сейчас не хватает, например. Все это одна семья, на самом деле. Вот и наш сосед, вот, Игорь. Игорь, да. Он сказал, что такие предложения были 12. 12 вот. предложений. А я думаю, что это как пример десятки. Да. Декалог. Да, декалог. И на самом деле это библейский. Это очень похоже. Если мы изучаем декалог, это для чего это было? Для развития общества. Даже, ну это шутка, когда говорят, что кто первый придумал, например, десятин, да? Вот, это еврейское общество. Мы, ну, знаем, что евреи, они известны, что они, ну, скупые, вот так далее, да. Но придумали десятин. Для чего? Потому что, знаешь, что сложили, вот, отдали десятин, они получили 100 раз больше. Вот. Но это шутка, но на самом деле это есть. Все, что мы сложим в общество, это возвращает обратно. Вот. И все сделано, что мир был лучше, красивее, здоровее, умнее, и что мы достигли именно для чего мы пришли на эту землю. Вот Спасибо большое. Ну, я думаю, что на этом замечательном слове можно наши первые талантовские чтения считать состоявшимися и перейти к очень хорошей такой акции. Ну, не случайно, действительно, вот коллекция домашней библиотеки, которая в нашей замечательной национальной библиотеке имеет место быть, способствовала тому, что здесь был открыт бюст Зиновия Михайловича Таланцева. Рядом лежит камень, на котором очень хорошо написано, что от благодарных потомков. И я думаю, мы сейчас с вами, как благодарные потомки, совершим акт возложения цветов к бюсту Зиновия Михайловича Таланцева. Это будет продолжением нашего сегодняшнего мероприятия. Спасибо всем.